Всем здравствуйте! С вами Эльвира из Америки. Жаптапор или же погалами елташлак, тендандане Эльвира Америкагач. Когда я работала в штате Флорида, на одной из моих работ у нас была начальница, скажем, немножко сумасбродная. И иногда она была настолько неуважительна к своим подчиненным, и многие, только чтобы не связываться с ней, не иметь проблемы на работе, ей не отвечали ответом на ее бестактность, на ее неуважение. Она была очень властная и вплоть до того, что требовала от своих подчиненных, чтобы те, когда уходили в уборную, должны были фиксировать свое время в специальной папке. Мне было интересно, и я поинтересовалась у своих коллег, почему же она так себя ведет, что наверняка есть какая-то очень серьезная причина, и узнала, что она была бывшей женой одного из высокопоставленных в штате. И после развода вроде как бывший муж должен был ей платить, если она не зарабатывала определенную сумму. А если она зарабатывала, то, естественно, ему не нужно было это делать. И бывший муж, похоже, используя свои связи, и тут тоже такое встречается, помогал ей, бывшей жене, с хорошими работами, с хорошей должностью и с хорошей зарплатой. И она чувствовала вот эту вот поддержку и вела себя иногда просто очень бестактно, переходя иногда все рамки приличия и закона. И был случай, когда на одном из собраний, собрание было немногочисленное, нас было, наверное, только 8 человек, не больше, она в течение, наверное, 10 минут говорила, и из ее, в общем, всех сказанных слов в течение 10 минут ничего дельного не было. И в конце концов, в общем, после ее 10-минутного выступления я извинилась за то, что прерываю собрание. Встала и сказала, что у меня очень много дел, что у меня нет времени продолжать слушать ее bullshit. Это переводится как чушь, ерунда. И встала, собрала свои файлы, все это то, что было мое, и ушла. Когда я встала, была такая тишина, и все такие смотрели с удивлением. Кто-то сдерживал смех, а моя непосредственная личная начальница тоже посмотрела на меня, где в ее глазах, в общем, я прочитала, мол, ты чего, совсем что ли обалдела? Я в ответ ей и всем улыбнулась, сказала спасибо, thank you, и демонстративно ушла. После этого, наверное, через день или два, моя личная начальница, кому я подчинялась, дала мне подписать бумагу из HR, это Human Resources, говорит, ну что, заработала? Это было такое, знаете, письменное предупреждение за мое вот поведение на том собрании. Я подписала, сказав, что мне уже не привыкать, что это я еще, возможно, заслужила по сравнению, что было у меня в Мариэл, в России. А вот ссылка к этому видео. Тут я, знаете, вспомнила мамины слова, когда я уезжала, она сказала, что меняя место жительства, я не меняю себя, я забираю все с собой, и так и есть. То есть в этих словах значило то, что я от себя не убегу, что весь мой ум, характер, все мое последует за мной. Это было, наверное, примерно в октябре месяце, и многие на работе удивлялись, что я так это ответила этой начальнице. Удивлялись моей смелости, а некоторые предупреждали, говорят, мол, смотри, жди теперь от нее какую-нибудь неприятность. Будь, мол, осторожна. И я, конечно, держала ухо востро. Я вообще стараюсь всегда держать ухо востро. А в декабре месяце вот что случилось. В рабочий день, во время обеда, я получила звонок с первого этажа. Это с приемной охраны здания. А я отвечала на звонки всего офиса. И подняв трубку, меня попросили принести на первый этаж кипу бумаг из определенного офиса. И у меня сразу же возник вопрос, как этот человек вообще знает, который не работал у нас, знает, где эти бумаги лежат. И
человек, который меня просил об этом, сказал, что он имеет разрешение, значит, забрать эти бумаги от всех наших вышестоящих начальников. И он назвал все эти имени, в числе которых было имя вот этой вот начальницы. Я сказала, хорошо. Я, значит, пошла в этот офис, и уже по пути я в своей, значит, думаю в голове, и, ну, что ты вообще говоришь? Я не знаю, кто ты. Из чего ради я должна верить тебе, то есть ему, этому человеку. И я решила проверить информацию. Взяла эти бумаги и пошла напрямую в офис к нашему директору, то есть супервайзеру этой сумасбродной. И я сказала директору всю суть происходящего, что человека, который зовут так-то, так-то, который сейчас на первом этаже, что он просит эти бумаги, говорит, что, мол, вы, включаю эту начальницу и еще выше всех другого начальника, что, мол, вы все трое разрешили, значит, ему забрать эти бумаги. Директор при этом также спросил, откуда, говорит, ему было знать, где были эти бумаги. Я ответила, что этот вопрос вы должны адресовать явно ему. Я не знаю. Вы тут, знаете, не представляете реакцию директора. Директор забрал, значит, с моих рук эти бумаги, посмотрел очень внимательно на эти бумаги, положил их на свой стол и говорит, слушай, спасибо тебе большое, что ты, говорит, пришла и спросила, прежде чем сделать это. То есть отдать этому человеку. В общем, слова этого человека, который пришел за бумагами, о том, что все трое ему разрешили забрать эти бумаги, оказались, знаете, большой ложью. Этого человека задержали, и было разбирательство, и в конце концов начальница это была через месяца 2 уволена. Наверняка это бумажная история, и все ее предыдущие выходки учитывали при ее увольнении. Я же сама лично думаю, что она, возможно, надеялась на мою некоторую неосведомленность и т.д. и т.п. и хотела, в общем, использовать меня в этой своей бумажной истории. Эти бумаги были, скажем, очень значимые, но после всего, значит, я получила повышение заработной платы на своей работе и, конечно же, бесконечное уважение от всех моих коллег, что, возможно, это я избавила их всех от нее. Вот такая вот история, и скажу, что я уже давно не работаю, но до сих пор время от времени получаю звонки и текстовые сообщения от своих бывших коллег, которые запомнили меня как вот очень принципиальную, честную, порядочную, работоспособную. И на самом деле у меня очень и очень теплые воспоминания. Везде, где я работала в Америке, ко мне всегда относились очень хорошо, с уважением, а главное, ценили меня вот как личность. Вот так я стала своей среди чужих, и они также ценили и ценят до сих пор мой юмор, и моим бывшим коллегам нравился всегда мой профессиональный вид. Я всегда на работу ходила, знаете, ухоженная и одевалась соответственно. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам было интересно узнать новую историю из моей жизни. Спасибо вам за просмотр моего видео. Распространяйте это мое видео, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой YouTube канал. Будьте здоровы и счастливы. А с вами была Эльвира из Америки. Пагалам Юлташлак, видео Ончмаланда Тау, Ишанем Тедбалан Онгайле Тидам Челаколаш, Шоназа, Кутерза, видео Шараза, Шономаштам Шараза, мой YouTube канал Шкем Возалца, Кеше Возалта Ного, Кугу Парня Палам Тендалаш, Идамонда и Тажада Пелан Лиза, Тенданда Нилиен Эльвира Америка Гичин. Вискана Марте.